Президент России Владимир Путин обозначил одной из приоритетных задач всестороннее развитие детей вне зависимости от места проживания, социального статуса семьи и социально-экономической ситуации в России. Сегодня, согласно данным, свыше 147 тысяч детей занимаются в различных кружках. Так, одним из популярных направлений внеучебной деятельности является робототехника. Ее азам обучают в кванториуме Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой. Здесь занимаются дети лего-конструированием, и еще у нас по робототехнике наборы есть. Веду 1 и веду 2. Там дети охотно, активно занимаются, они очень любят. Дмитрий Ковляков, несмотря на свой юный возраст, уже участвовал в фестивале «Парад роботов», где в составе команды получил приз за самый технически сложный проект. Мне очень нравится строить что-то из лего, что-то создавать программы. Мне нравится конструировать, собирать и создавать новую технику. С каждым годом даже в самых отдаленных населенных пунктах Якутии открываются центры «Точка роста» по поддержке одаренных детей. Сандал Обутов уже имеет опыт участия в соревнованиях не только по робототехнике, но и по другим направлениям. В Центре образования «Точка роста» занимаюсь 7 класса. Увлекаюсь робототехникой, ракетомоделированием и квадрокоптерами. Принимаю активное участие в соревнованиях. Центры «Точка роста» занимаются развитием навыков и способностей, необходимых для раскрытия потенциала детей. Такие учебные подразделения стали открываться в школах в рамках национального проекта образования, инициированного Владимиром Путиным. Один из таких центров расположен в Кобяйской средней общеобразовательной школе имени Эверстова. Начиная с 2016 года в нашей школе по проекту лаборатории современных технологий работает кружок по робототехнике. Учащиеся с 1 по 8 класс занимаются в кружке, развивая свои технические и творческие способности, участвуют в республиканских соревнованиях. Записаться на кружки в центрах дополнительного образования можно через портал госуслуги и сайт «Навигатор дополнительного образования детей Якутии». Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Якутск.